Скоро ще й банда їде у Волковыск на дожинки. Як пройшла уборочна Лодзуна? Ну, офігенно пройшла. Як надой? Ох, веда, які високі. Что за диво, что за пахи, тут мостовские присмаки. Здесь подлечиться, а там угоститься. Это то, что мне треба. Гляньте, какая прослоечка. Одно мясо. Годуйте своих живем. Гулять да гулять. Доброй раницы, добрый день, добрый вечер и доброй ночи. Я вітаю кожного з вас. Передача «Агроблогер» на ТВ сьогодні у Волковыску. Ми їздили шмат везде по розним колгасам. І ось, нарешті, головне свято в області. Дожинки 2025. Покажем кожний район, покажем кожних передовиков і не тільки. Поперли за мною, буде горячо. Сябри, ми зараз на головній пляцовці. Тут подворки усіх районів. І перший нас зустрічає Воронівський район. Працівники села і не тільки. Розкажіть, як пройшла уборочна в цьому році для вас? Нормально, як завжди. А ви ким працюєте? Водителем. Водитель, скільки перевезли? 5200. Ого, 5200, не такий плохий узровень. У передовика республіки 8000. Ким працюєте? Оператор зерно-сушильного комплексу. Скільки сушили? 15 тысяч. 15 тисяч. Рекорд у колгасі чи ні? Да. В этот год был так... В районе? В районе 15,5 тысяч. Можно, сябры. Ну все вот предрешало то, что вот были морозы, все боялись, что не будет урожая. А вышло все так, что наоборот, был лепший там за каких У годов. нас ячмени хороший урожай дал ячменя. У вас всех со святом. Этот мужчина меня сустрел перший. Что-нибудь працовникам села? Всем удачи, здоровья, всех благ. Спасибо. Идем далей. Выники уборочной 2025 года. Поехали. На молочной 9 миллионов 7 тысяч тонн зерна разом с рапсом. Минская 2 миллиона 260. Гродненская 1 миллион 744. Брестская 1 миллион 684. Могилевская 1 миллион 265. Гомельская 1 миллион 51 тысяча. И Витебская 1 миллион 3 тысячи. Все пробили миллион. Красавчик. Вы же приехали откуда до нас? С Больтишек, Вороновский район. А сами откуда? Сама родом с Украины. И сколько годов уже живете тут у нас? 10. 10. Все файно? Файно. Подобається? Да. Ну і Я слава. люблю Беларусь. І працюєте в колхозі? Да. Ось, это по-свойську, по-нашому. Нарешті я у Гродненському районі. Ми ще там у колгасі не були, тому обов'язково треба приїхати. Тут, напевно, стоять лідери уборочної нашої в області. Добрий день. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, откуда ви? Сука Свіслач. Свішлач, як пройшла для вас уборочна? Як завсюди, на нормальному рівні. Тяжко, легко, что, які були нюанси? Нюансы всегда есть на уборке, но самое главное, что у нас есть люди добросовестные, ответственные и трудолюбивые. И для этого все нам просто нипочем. Ось я теж завжди кажу, що головний скарб нашої країни – це люди, працьовиті, сумлінні, і які роблять і показують свойський, ну, хороший виник. Настоящие белорусы. Да, справді білоруси. Наперед Гродненський район і не тільки. Середня урожайність вищей, чим у прошлом году, на 8,2 центнера з гектара. Екіпаж Леонідовича намолотив 1757 тонн зерна. У нашем колгасе 11 комбайнов с 14 пробили отметку у 1000 тонн. Ось прийшов до сина батька, так? Да, это мой сын. А ви так само працюєте в господарстві? Да, директор хозяйства Матвеевцы Волковыского района. О, як Волковыска, як дожинки? Отлично, все подготовились. Красота, приятно всех встречи здесь вообще. Супер. Все сделано отлично, все сделано. У вас получается такое преемственность поколений. Батька, сын. Да, и даже супруга по образованию тоже агроном. Ось, бачите, сім'я така. Агрономы, все агрономы, да. Ось, молодцы. Самый передовик район нашей области. Гродненський. Розкажіть, в чому секрет, як тягнутися до таких, як ви? Який тут секрет? Секретів немає. Добро относиться до своєї праці і все буде добре у кожного. Не нарушать технологию, соблюдать сроки. Люди Гродненского района, они, я всегда говорю, лидером стать очень непросто. Удержать эту позицию гораздо сложнее. Поэтому люди уже привыкли быть первыми, они у них вторые места – это поражение.
Так, зараз ми в моєму районі, Дятловському районі. Дівчата вон уже збираються зустрічати гостей. Ущо на місці, уще караваї, кукуруза, тикви, гарбузи, уще тут. Ну і головно, директор колгаса, Дворець Агро, Дмитрий Валентинович. Добрий день, Дмитрий. Добрый день, Денис. Як пройшла уборка у вашому колгасе? Мы заняли, кстати, первое место в районе по урожайности, да. Мы в этом году сами вовремя все убрали, поехали, помогли своим коллегам, поэтому вполне себе на уровне прошла уборка. Ви недавно зачем же директор у господарстві? Ну, с ноября 2024 года. Ну, для вас это вынік. Первое место в районе. Люди, они собрались, подтянулись, они поняли, они поверили в свои силы, они поняли, что они могут сделать, и урожай на 50% больше, чем в прошлом году. Леонідович, а от зерно. Люди, певно, на ньому добре заробляють. Ну, конечно. У сезон, як добрий урожай, і погода сприяє, копейку можна заробити хорошую. Так, слухай, нам треба на наступний год, уже весною, посеять, взяти кавалок поля і заробити. Во, наконец-то у тебе здравые некие мысли в голове. Они все поросяты да поросяты. Додумався наконец-то. Зараз я прийшов у Зельвінський район. Сергій Васильович, ми у прошлому годі стояли на одній сцені, тримали руку голови государства, так? Отримував, гэта господарка отримала трактор, у гэтым годі комбайн. Не, А що? ничего пока. Ну, а як уборочні результати хороші? Конечно. 10-я в области. 84,4 урожайность составила. Рекорд за 15 лет побили 25 521 намолотильную тонну. Нічого собі. Это без учета рапса. Нічого собі, молодці. Зельвінщина багата своїми, так сказати, рибними такими скарбами. Ось висить прямо на вході. Давайте занюхаємо. Леонідович, до речі, любить таку штуку. Його риба, він її сушить, перчить, ник смачно. Кожному треба поспробувати. Нічого. У нас подворок рыбный Зельвинского района, так ось и рыбку. Ось такой на мастер-класс, кто согласны робить. И ось такая у меня великая рыбка есть. Ось такая соломы. А привезли і живу рибу сюди? Конечно, привезли. Карпики плавають? Плавают. Здравствуйте. Кого чекаємо? Хлопців молодих? Конечно. Що ви тут чим займаєтеся? Продаем мед. Продаєте мед? Да. Продаем. Свой. Свой. І в'ївський. И виски. Якої господарки? Пчеловодство. И виска ООС сельхозтехника. Дажынкі, дарэчы, гэта свята не толькі вось там камбанёраў, а ўсіх механізатараў, народных людзей, якія робяць свае творчыя розныя скульптуры. І яшчэ тут галоўнае, можна пад'есці крышку, паспрабаваць. Кожная гаспадарка паказвае, чым багата, чым таму заходзьце абавязкова падворы, спрабуйце. Смачна пахне, гляньце, якая праслоечка, адно мяса. Гадуйце сваіх жывёл. І будзе вам і кумпяк, і паляндвіца, і калбасы пальцам пханыя. А ви з якої господарки? Соплаздуни. А ви? Лаздунах. Ще з Лазунов. Як пройшла уборочна в Лазунах? Ну, офигенно прошло. Это хто там показує великий Директор. палець? Директор? Як директор Маша, значить все нормально. А ви ким працюєте? Управляю відділенням. А ви? Комбайнер. Скільки намолотили? 2200 почти. Обогнали Леонидовича, молодцы. Первое место в районе своим. А второе в области. Это, наверное, по молодому экипажу, да? Да. А скільки годов? 30. 30, ну, віншую. Со святом, всього найлепшого, відпочиваємо. І побачимося на концерті, на нагородах. Вас будуть награждати? Да. Ось, сябри, обов'язково так само бачимося. Сябри, вже другого чоловіка я зустрічаю, з ким ми у прошлому годі були у мостах і отримали награду з рук президента, з рук керівника нашої країни. Розкажіть, як вам пройшов цей год для вас? У гэтым годзе урожай вельмі ўдалы такі. Зерні намалацілі шмат. Скаціна тоже добра жыве, малака шмат каровы даюць. Поэтому гэта свята для нас вельмі такое цудоўнае. Видно одразу, где у наступным годе будут святкаваться областные дожинки. Гляньте, Карелівський район, тут просто, не знаю, тут поместилось ще б 3 райони, а у його який пляц великий. А як вам виділили таку площу великую? Где-то есть у вас связи. Отримали достойный урожай в этом году, и поэтому великий кавалок нам земли выделили тут. Ще хвалявалися, що ось весною морози туди-сюди, а ще, практично ще, певно, стрельнули лепш, чим за некілька годів до этого.
Ну, погода, с одной стороны, нам немножко не помогла, а с другой стороны, помогла, дала хороший урожай, нам, видите, как все хорошо. Но досталось трудностей в связи с дождями, но мы справились. Ну что, минули планку уже в 17 тысяч. Кто там говорил, что урожая этот год не будет? Леонидович, я про зерно ничего не говорил, я только про корма. А что тебе в этом годе мало кормов заготовили? Еще сила спойдя. Кукурузы сколько стоит у полі? Ну да, 3-метровая. Гляньте, як Кареліцький район вітає. Скільки людей, все підійшли, давайте, каже, зробимо сумісний фотоздимок. Андрій Валерійович, розкажіть, ось завжди нечто планують перед дожинками там щось зробити, построїти. Які плани у Кареліцького району? Я думаю, что мы все увидим в следующем году. Ага, не раскрывают секреты. Но сябры, обов'язково приедем и покажем. Мне до Кареліч 20 хвилин езды. Я знаю, як сосед. О, що, сябры, убачите, що в Карелічах? Пробачте, переб'ю вас тут, стану каля вас. Розкажіть ось про традиції з караваєм. Як будете сустракати, як довго робили каравай і хто з колгасів його, так сказати, зробив? Сябры даражэнькія, каравай выпякае лідскі хлебазавод. Вельмі прыгожыя каравай, усе, хто толькі не бачыць, дзесьці ўбачыць наш каравай, усе зайздросцяць нам, лічанам. Пяклі з раніцы? Так, канешне, з раніцы свежы каравай. Сябры даражэнькія, аграблог, сынок мой прасіў разам зняць відэо з аграблогам. Калі ласка! Бачите, сябры, цифровізація нават уже ворвав в фотоздимок минуту, хвилину. Що зробили, і ось на пам'ять таки буде з Лідським районом. Ідемо далі. Так, сябры, сьогодні я, буду пополняти свої різні інтереси і навчуся різним трава- і соломоплетінням. Розкажіть, чим займаєтесь? Это спиральное плетение из травы, ремесло такое давнее, ремесло, которым занимались наши деды, прадеды, и сейчас мы занимаемся. Тут заставляють мене побити цемяхами. Я у свой час, коли у Маслениці участвував, виіграв не тільки, але у мене колені трощать. Нічого, ми зараз поспробуємо щедячи. А ну-ка, по лицу не бить, мне ще здиматися. Дай мне тоже спевать. Поехали! А что в мешку? Сено и солома. А чему не зерно? Бо у нас подворок, сено и солома, Тема. А я б забрав з собою пшеничку, мені треба поросятам. Поросята проводьте до нас, накормим. Все, понял, дякую, мосты. Поперли! Леонидович! Ну? Зерно привез, поросят берем. Не, ну штравлено. Сей его, поросята. Что за диво, что за пахи, тут мостовские присмаки, мостовские чаи, на всю Гродненскую область славятся яны. Каштуйтеся, сілкуйтеся, як той казав, каб ноги ведали дороги, сілкуйтеся. Сілкуємося, сябры, моментом пошли все. Спробуємо Іван-чай, сябры, мостовський Іван-чай. У честь Івана. Ну як? Хіба улюбився у меня? Что вы сюда подлили? Что подлили? Что просили, то и подлили. Иван-чай, мы идем куда-то. Все, дожинки скончились, пошли. Давай, шлите. Белорусская гостиность, белорусская гостиная, почастунка славится. Пораженные гости. Вельми рады бачить вас, так сказать, можно сказать, на вашей земле. С вас все починалось, вот этот сельхозгод. Расскажите, ці задоволены выниками вы на области? Ну, на самом деле, начиналось не с меня. Начиналось с того, что на Гродненской земле работают очень трудолюбивые, очень профессиональные люди. И этот год, непростой год, еще раз продемонстрировал о том, что они умеют работать, они любят работать, и они могут добиваться результатов. То, что в прошлом году мы расценивали как рекордный результат, я уверен, что в этом году он будет превзойден, и показатель в 2 миллиона станет просто стандартом для этой замечательной Гродненской области. Сябры, пришел на русский подворок и гляньте, что нас устракає розные кисти тут спортивные и не только штуки. До речи, Новогрудский район – это мой район. Я хоть из Дятловска, а мы ось по центру, посередине здесь, между Дятловским и Новогрудским. Но я чомусь Новогрудок завсёды катаю. Подойдите, когда до меня, расскажите, что у вас тут такое, Новогрудок? Коли ласка, мы хотим вам представить такие гульни. Ага. Попробуем? Поверли. Да. Вот так. Треба ж податься. Все, я понял. А не спортивный интерес, я просто спортсмен, не могу не. Ну тут вы зразумели. Да. Сергей Сергеевич, добрый день. Мы с вами уже бачились, але не мог до вас не подойти ще раз. Як вам свято?
свято цудоўнае. Сегодня мы проводим такие добрые мероприятия, которые показывают все выники нашей годовой працы. Поэтому мы все довольны, мы все счастливы. А самое главное, что Новогрудский район пришел с вельми добрыми выниками. И мы сегодня рады этому и хочем всем показать, какие мы выдатные працовники. Головне питання, яке мене турбує, коли дожинки у Новогрудку? Дожинки у Новогрудку – это интрига. Але я напевнено іду до 27-го года. В 27-му году будуть, ну, це ексклюзив, це ще ніхто не ведає, сябри, тільки у передачі «Галбери ТВ». І ми обов'язково, я обов'язково там буду. Спугніте. Так само. Хлопчики, малойчики, а ты дождик поливай, поливай. Директор ООО «Щорси», вот мы только что с Сергеем Сергеевичем погуторили, сказал, что там, где вы сеяли, прошлись, был такой хороший ценник гектара. Обалденный был урожай. Получили урожай в этом году вообще шикарный. Плюс 8 центнеров к уровню прошлого года. Поэтому все получилось, засевки удались, все было замечательно. Володя Шурикович, я ему пообещал, что мы зараз ему передадим привет, и он остался сеять, на дожинки не приехал. Тому, Володя, я свою обещанку выполнил, вось директор, свойское привитание и что-нибудь от вас. Володя, ну и вообще весь коллектив. Ребят, вы лучшие. Здоровья вам, благополучия. Мы всегда вместе. Дякую, дожинки в Волковыску! Ой, Беларусь моя пылает ярче всех заря. Воздух раннего утра идет кругом голова. На кожному подворку своя тема у подвор'ях. Ось, наприклад, була у нас риба, був у нас спорт, а ось у Островеччини – це зерні. Давайте зойдемо поглядім, чим багата островецька земля. Ось шмат зерні, розне, тритикалі, ячмень, що ляжить, розкажіть, люпін. У якій господарці працюєте? Так, я вообще работник Белорусской атомной электростанции. И занимаюсь как раз-таки вот мониторингом окружающей среды вблизи атомной электростанции. Поэтому могу сказать, что наша продукция экологически чистая, вкусная. Употребляйте островецкое и белорусское качество. А файно, все задействованы на дожинках. Коли б не было света, не сушили б зерно. Все верно, все верно. Тому вельми добре, що усі у нас присутнічують на дожинках. Різні організації, різні спеціальності. Сябры, Шмятский район, со мной профсоюз, председатель профсоюза КСУБ Гальшаны, так? Мы, до речі, чому я помню про Гальшаны, это место, где зарождалась музыка грузинская, танцы свойская, каля этой вывески. Гальшаны, да? Да, именно так. Праца працай, а ці далі путёўкі якісь у якія санаторыі, там туры выходного дня? Вось наши ездили на нары, а ваши поедут куды? Да, мы тоже поедем, планируем обязательно. И на Нарыш, может, еще съедем, еще куда-нибудь. Может, теперь свозим людей где на экскурсию какую? Вопрос, Фредя, куда ты повезешь людей? Леонидович, я долго думала. Предлагаю всем вместе поехать на Гоа. Добре, поедешь, але зразу на весовую кукурузу важить. Диспетчер включите у список, будет тебе и Гоа, и Шарм-эль-Шейх, и Дубаи, с 8 до 8. Зашел в Світлацький район, и мне одразу тут прилетело. Здесь подлечиться, а там угоститься. Это то, что мне треба. Я то я ветранкой болел, и колени ломал. Ой, слабенький такий молодий чоловік, сядайте. Давайте, ну, мне треба. Моментом вот, тільки руку приложила Францевна і подлячыўся, трэба бегчы далей, раёнаў шмат, людзей шмат, усіх паказаць. Скоро ўзнагароды будуць атрымліваць. Отпускайте. Самае галоўнае сёння гэта настрой. Сябры, вы гляньте, такой поляны, каб 10 працаўнікам сяла на поле. Вы калі-нибудь паспрабуйте, привезите такое, зазнымите, попадите во все тренды. Ну, это все наше домашнее, это мы все сделали своими руками. И кишка по-великосельски наша, и драники наши великосельские особого рецепта. У нас есть также кабачки с фаршем, наши знаменитые с салом бутербродики. А вы, кажется, робили вы это кто? Это вот мы, это работники культуры Великосельского сельского филиала клуба. Леонидович атрымлівае ўзнагароду, я знаю, куды мы идем святкаваць.
Кожны чалавек, кожны работнік сельскай гаспадаркі, ён зрабіў сваю справу. Ну і сёння вот у Волковыску подводзім вынікі гэтага мерапрыемства. Бацькаву булку я атрымаў, вас быў вельмі рады бачыць заўсёды. Са святам вас, вашых працаўнікоў, ваш раён і ўсіх людзей. Вялікі дзякуй. Слонімскі раён адразу відно здалёк к сваім караваям. Гляньце, які велізны. Сколькі дзён яго пяклі, ці з раніцы, не з раніцы, зараз даведаемся. Тут гляньце, сколькі хлеба, булачак, нейкіх маленькіх, каласоў, усяго на свеце. Ой, сколькі это каштуе, цікава. І сколькі працы тут. Ну, наш Слонімскі хлебозавод зрабіў яго даволі быстро, таму... Але працы тут укладзена вельмі шмат. Працы тут укладзена шмат, а наш дажыначны каравай, который ёсць там на спаборніцтвах еще лепше. Але если такі каравай, значит и файны урожай был? Урожай у нас добрый, добавили больше, чем 15 тысяч тонн до уровня прошлого года. Молодцы, дякую. Со святом ваш район, ваш коллектив, ваших людей. Дякую великий, и не хлебом одним богатый человек, тому... Дякую, малина свойська. Смаргоншчына на сувязі, гляньте, хто передо мной. Усе сказали тут танцать и танцуют. Тому мы вспоминаем наш тренд. Танцующая країна, музыка грузинская, танцы свойские. Раз, два, три, поперли, як на дожинка! Хопа! Ну як сядиться? Добре. Лепей, чим у полі? Ну да. Ким працуєте? Трактористом. Що робили в эту уборочную? Комбайне убирал. Сколько убрали? Ну, 2500 работ. Ого, певно, не першая уборочная у вас? Не первая, 15. Что-нибудь молодым, вообще этим рвачугам, которые садятся на эти комбайны. Давайте от вот такого опытного поколения. Что-нибудь, что у вас на сердце? Что посоветуете? Удачи и настроения. И не падать духом? Да, не падать духом, не бояться техники работы. Вийшли Крим, ще райони, Щучинські остатні. Було цікаво, по-свойськи везде зустріли. Ну і що, треба зафіналити свойською піснею? Сьогодні у нашій хаті свята. Коли ласка в нашу хату. Гей! Рады скакать. Гулять ды гулять. Наперадзе ўзнагароды, раёны абышлі, убачымся з усімі і абавязкова пагуляем. І нарэшце адна з галоўных падзей мерапрыемства шествие хлебароваў, шествие перадавікоў раёнаў. За мной председатель Дятловского райисполкома Андрей Владимирович. Андрей Владимирович, скажите, ласка, ці задовольны вынікамі районнымі уборки? Як прошла уборка у нашем районе? Ну, конечно, результаты каждого года нас радуют, динамика положительная на протяжении последних лет. Буквально этот год, хотя он был сложный по погодным условиям, но он дал свои положительные результаты. 15% по росту зерновых, 69 тысяч тонн зерна, 10 тысяч тонн рапса. Год еще сельскохозяйство не заканчивается, но результат уборки он уже как бы сложился. Сябры, Леонидович каля мяне ідзе горда са сцягам Дятловскага района, а я іду горда з мікрафонам перадачы і тэлеканала «Беларусь-4». Чаму? Таму што мы таксама гэты год ездзілі па вобласці, расказвалі пра працаўнікоў сяла, расказвалі пра тых людзей, якія сёння вось разам са мной у гэтым шэсці і ідуць. Таму наперад за падзякамі, за ўзнагародай. Сябры, а зараз самы урачысты момант свята. Узнагароджванне перадавікоў і не толькі уборачнай 2025 года. Давайте глянем, хто тут быў удзячны, можа і кагосьці са знаёмых убачым. Литвинскому Артему Леонидовичу, помощнику бригадира вытворчей бригады по разведоводстве открытого акционерного товариства «Гранит Агро» Дятловского района. Ну что,
что, Леонидович, Волковыс, Дашинки 2025, и ты с Узнагорода. Як отчувание, як почути, рассказывай. Конечно, это приятно, что отзначили, вручили мне такую подяку, кветки. Ну и отметили. Сегодня гудишь? Чему не? Ну что далее, что у нас далее? Далей не будем загадывать, что будет. Працаваць трэба. Так, будем працаваць, рассказывать про вас, ездить по вашим колгасам, падтрымліваць парцюкоў сяла и абавязкова здымаць планёркі. Идем переодеваться у Юзефу. Ромальдовна, каб що було, чай, кофе, потанцуем. Ой, Леонидович, все будет на высшем уровне. Як же ж по-другому, все будет, как вы любите, не переживайте. Сябры, узнагороды, падзякі, гэта ўсё вельмі добра. Але каб быць вось на гэтым свяце, на дажынках, трэба цэлы год працаваць. І нашы людзі Гродненскай вобласці гэта робяць. Аграблогер на ТВ, вось такая перадача, яка расказвае пра свойскіх простых людзей. І, дарэчы, сёння я сустрэў шмат такіх, і мы наладзілі сувязі. Запісалі адраса і паедзем далей па Гродненскай і не толькі вобласці. Паказваць вас, расказваць пра ваш калгас. А зараз мы ў Волковыску. Свята працягваецца, яшчэ шмат чаго наперадзе. Прыязджайце, адпачывайце. Спадзяюся, заўтра у вас выхадны. Аграблогер на ТВ, Волковыск. Да пабачэння.